+2. +2 всего отлика. Ламы. Смотри, что творит погода. Дождь превращается в снег. Мокрый снег. Слякоть. Паршивая погода, блин. Да. Сегодня будем сидеть, ребят, дома. Тулану надо отпустить, пусть погуляет. Это сейчас, ребят, успокоился еще ветер. И то вот эти елки вот так шатало сегодня. Вот так, прямо вот так. Хорошо, что на избу не свалилось дерево. Какой-то циклон идет. Или антициклон. Не мог подождать еще пару дней, блин. Хорошая погода. Но нет. Штормит еще. Даже Тулану лень выходить из будки. Идет отмечать везде. Каждые углы. Пройдется под своим тропом. Вкусно. Пока самое это не горячо, не холодно. Хорошо идет. Ешьте кашу по утрам, будете здоровы. С возрастом, ребята, с возрастом. У меня средний возраст, но уже из еды, из списков, что я ел раньше, наверное, уже 40% точно я уже убрал. Как бы жирные вот эти копчености минимум стараюсь есть, потому что организм перестал принимать. Так что каждым годом меню меняется. Каждым годом. Вот эта каша, но она никогда, как сказать, никогда из меню не уйдет. А в копченостях и все остальное, там добавок очень много, что организм не принимает. У кого какой организм, конечно же. Многие до 100 лет живут и горя не знают. Надоело лежать, ребят. Схожу к старой лодке. Тулан сейчас полчаса налаял там. Ну, здесь недалеко. Потом приходил и куда-то вон туда ушел. Короче, белок гоняет. Пусть. От избы недалеко, это нормально. А сейчас не знаю, куда он ушел. Бывает, за несколько километров уходит. Вот погода вот такая. Видите, как снежок. Ладно, схожу к лодке. Это лодка, ребят. Наверное, самая первая, которую я построил. Может, вторая. Нет, все-таки, наверное, думаю, первая лодка. Очень старая уже. Где-то неправильно делал, где-то как бы учился. Но делал сам, строил. Первое, что неправильно, это, конечно же, нос у лодки. По-флотски я не знаю, как называется нос. Задняя часть корма. Нос, вот видите, как у меня вот такой угол. Конечно же, везде упирается. Когда подплываешь к берегу, он просто упирается. Надо лодку делать вот так вот.
как бы, чтобы он поднимался на берег. Но лодка сгнила, сами видите, как трещина. Очень большая. Доски уже гнилые. Все. Это просто, во-первых, лодка сам по себе уже гнилой, доски гнилые. И может еще пару лет бы прослужил, если немножко отремонтировать. Но мне он не нужен. Я лучше новый построю, уже безопасную, чем вот на таком гнилье ходить. Я в плаще сегодня. Все жесть, погода. Плащ одел. Сейчас буду ломать. Ломать, не строить. Эту жестянку я возьму. Он пригодится еще, возможно. А доски, они будут здесь гнить. Ничего страшного. Собака со мной куда-то шла и дальше. Ну, там в углу она обычно там кого-то также постоянно находит. Эти белки в этом году очень много. В общем, сейчас буду шуметь, шум-гам, разбирать лодку, жестянку. Так, ребят, смотрите, доска отталкивает воду. Это я все мазал литолом или же, как же этот-то, солидол, наверное, на солидол, наверное, делал я эту лодку. Здесь нетканка, под нетканкой тоже гнили нету, значит, под прокладку, на прокладку можно мазать литолом или солидолом. Вот. Но раньше все лодки я делал на солидол в основном. Не на смолу, не на герметик, не на краски, а именно на солидол. Потому что я видел, как дед у меня делал. Вот поэтому. Мне еще надо открутить вот эти, так сказать, крепления. Раз, два, три, четыре, пять, 6 штук надо снять. Но сейчас у меня отвертки, во-первых, нету. И другой раз. Пусть подгниет, потом сам по себе там я это вырву и все. Это за годика два там эти доски быстро сгниют. Вот, ну, вот такая жестянка получилась. Это я сейчас отнесу на избу и, наверное, тулану на крышу я на будку постелю. Жестянка толстая, 0,7 мм. Если кто будете делать лодки, маленькие лодки. Я показывал на своем видео, как я делал маленькую лодку. Можете так тоже сделать. Шикарные лодки. Я как бы на этих лодках безопасно можно ездить. Они устойчивые. И лист оцинкованный на маленькие лодки под весло покупайте 0,4 мм. Не 0,7, а 0,4. Он вполне достаточно. Доски быстрее сгниют, чем вот эта жестянка. И
0,4 он 2 раза легче будет лодка, чем 0,7. Каждый грамм, каждый килограмм это большую роль играет. Большую роль играет тем, кто, скажем, вот озеро, и вон там, скажем, через 30 метров второе озеро. Вот надо через берег перетаскивать. И когда у вас тяжелая лодка, вы просто запыхаетесь таскать. Это тоже неудобная лодка была. Не подумайте, что это этот размер. Я где-то метр укоротил. У меня один конец сгнило в свое время. Я просто укоротил, доской прибил и еще пользовался несколько лет. А сейчас уже все. Сейчас уже он просто сгнил. Вот. Я уже весь сырой. Шапка уже вся сырая. Я-то в плаще и в бродне, в сапогах. Там-то нормально, но вот шапка у меня отсырела. Блять, надо какой-то подшлемник придумать. Вот такие дела. Кедрач. Так, ладно, сейчас я беру эти жесть и бегом на избу. Короче, ребят, начал пилить дрова. Газ скидываю, и у меня пила глохнет. Не знаю, что случилось. Где-то засорилась, или же сейчас в первую очередь поменяю топливный фильтр. Если здесь причины нет, значит карбюратор. Или регулировка, может, еще. Холостые обороты. Так. Попробуем фильтр поменять. У меня уже когда весной я работал, ремонт избы, у меня такое уже случалось. Но только не помню, я дома менял, нет фильтра. Не могу вспомнить. Если не менял, все, сейчас поменял. Попробую. Ну, делать нечего. Хоть дровами займусь. Здесь порядок наведу. Во дворе. Сухие дрова немножко раскалю. Этот фильтр, конечно, выкидывать не стану в тайге. И этот фильтр еще понадобится. Здесь где-нибудь оставлю. На гвозди какой-нибудь. Пусть висит. Будет. Может даже и пригодится. Вот. Сегодня этим займусь. Будет погода. Пойду на охоту. А таежный быт никто не отменял. И это как готовка пищи, как готовка дров. Так, масла не надо добавлять. Что-то масла мало уходит у меня.
Так, ладно, сейчас попробую. Ну, примерно так, ребят. Здесь, что было, в одну кучу собрал, расколол. Это на пару дней нам хватит. Бензопила сейчас вроде нормально стала работать. И надо цепь поточить. Цепь, короче, об землю, когда попадает, ну, притупляет, затупляется. Вот. Тулан там работает уже. Ну, сегодня с утра как отпустил его. До сих пор с этой белкой воюет. Где-то он там, в тех деревьях. Приходит ненадолго и опять туда. Пускай. Занятие нашел, пусть работает. Здесь ему крышу. Как бы у Айды взял один лист, тоже перекинул на будку тулану. А это уже не пригодится. Возможно, даже и со временем я разберу эту будку. Айду у нас уже не будет. Все, это уже как ни крути. А тулану как бы закрыл. Но эта жесть будет, знаешь, и вода будет стекать. И под жестью там рубероид от солнца не испортится. Вот смотрите, здесь вот как бы рубероид как новый, а тут уже он со временем, как сказать, она становится негодным, лопнет или еще что-то с ним случится. Ну, вот так. Слепил, что из того, что есть. Евро будку я делать не стану. Ему здесь комфортно. Там и подстилка хорошая. Подстилка вон, трава. Все удобства у собаки есть. Миска с едой всегда, с кашей всегда у него полной. Он не голодает. С ним все хорошо. Сейчас еще займусь антенной. Как бы по ночам, по вечерам более-менее я радио могу послушать. Днем нет, бесполезно. У меня тут вот такая проволока алюминиевая. Сейчас на две части я разделю. Там 7 таких алюминиевых проволоки. Я 3 штуки отделю, 4 оставлю и подсоединю. И еще чуть-чуть повыше попробую сделать. Вот туда, наверное, куда-нибудь установлю. Больше проволок у меня будет идти. Может, еще как-то волну поймать получится. Ну, через вот такой вот паз я засунул.
Пробую. Получится, не получится, попытка, не пытка. Вот такие дела. Опять перестал лаять. Хотел из этих бревен еще что-то распилить, какие-то доски, но просто в голову ничего не идет. Я не знаю, что делать. Просто не знаю. И там надо как бы доски поменять. И в бане надо доски поменять. Ну вот, бля, и руки просто не хотят этим заняться, понимаете? Значит, пока не надо. Значит, еще, ну, весной. Весной приеду, может, что-нибудь из этих бревен сделаю. А в такую погоду просто, бля, не хочется что-нибудь доделать. Вот. Но без дров, без еды, я и говорю, это хоть как, но это надо. Вот такие дела. Завтра, если такая погода будет, тоже облом с охотой. Не знаю, что и думать, что и делать, блядь, настроение. Как и погода испортилась. Вчера так на сердце радостно было, было рябчиков, желание было сходить сегодня, завтра и послезавтра еще. Ну, часа 3 пройдешь по такой погоде, при такой погоде по лесу. Все, ты просто до футболка будешь сырым. И переждать эту погоду тоже времени уже у меня заканчивается. Уже время на исходе, как бы через несколько дней я поеду обратно домой. Все, каникулы заканчиваются у меня. Вообще не. У меня не безлимит. Вот эти сезон как бы охоты. Скажем, круглый год я здесь не могу быть. У меня вот есть 2 недели, я здесь живу, охочусь и обратно все. Обратно ехать домой. Ну, одним словом, сейчас я займусь антенной. И не знаю, чай попью потом. А, цепь еще надо заточить, точно. Сперва на цепь заточу, пока сейчас снег идет. Цепь заточу, приготовлю пилу. Как езду, понадобится где-то, может, буду пилить. Поперек лежащие бревна на воде там спилить придется. Ну и еще, может, дровышки придется заготовить еще. Сухие-то есть. Сухие, хватит. Сырые вот этот быстро уходит. За ночь там вечером я 2 чурки, ну, 2 полена кидаю. На одну чурку напополам, вот, 2 чурки. И еще ночью 1 раз стою, тоже 2 чурки, ну, 2 полена вот кидаю в печь. Все, до утра мне хватает. Получается, за ночь уходит 2 круглых чурки. 2 круглых чурки. Такие дела. Ну, осень, ё-моё. Осень и настроение, конечно, переменчивое. Очень даже. Но ветер этот. Самое главное, что ветер перестал дуть. Бездельника пришлось посадить на цепь. Я услышал, как он ломал ветки. Это совсем нехорошо. Когда собака лает птицу или хоть белку, хоть кого, и начинает нижняя ветка ломать. Понимаете, зубами он грызет, ломает, начинает прыгать на дерево. Этим собака пугает зверька или птицу. Птица улетает, а зверек прячется. Если нормально собака лает, птица в ответ, как сказать, будет ворчать на собаку и не улетит. Или же просто он будет сидеть. А белка, куница тоже, если, скажем, ломает ветки, прыгает на дерево, это, ну, он так спрячется, что ты его просто не увидишь. И он тоже начал ломать, между прочим.
Это нехорошо. Вот и сиди там. Полдня лаял он там, эту белку. Вот, ну что, антенну поставил. Не знаю, какой будет толк. Вот так повыше он стал. Надеюсь, ветром не опрокинет. Два раза выше сейчас. Вон какой высоты. Надо еще алюминиевый какую-нибудь приспособу туда. Хотел лист этот алюминиевый, но большой не стал, а маленького куска нету. Все, пока захожу домой в избу. Погода вот. Снег даже и не тает, между прочим, прохладно на улице. Вот такие дела. Сырой снежок такой. Ламы. Сейчас посмотрим, как там река сегодня. Река становится большим. День прошел так, рассвета и не было. Таламы. Опа! Вот это да! Не перестает удивлять. Так, вода пришла за сутки, ребят. От силы 5 сантиметров. Резко остановилась. Вот так. Может быть. Здесь, наверное, оставлю где-нибудь палку. Где, чтобы лодка не заедет. Завтра, возможно. Но лодка, может, куда уеду. Опачки. Вот так. Наша первая палка вон там. Сейчас вычерпаю воду с лодки. И все. На сегодня концерт окончен. Зайду в избу и уже сегодня никуда не выйду. Такой слякоть. На бездельник. Тоже с собой взял. Собака веселее. И сейчас обратно на поводок посажу. Пусть будка лежит. Ну, примерно вот так. Плыть будет хорошо. Воды много. Подогрел вчерашний суп из перловки. Так, буду ужинать. Суп превратился в кашу. Да. 18 октября. Последняя буханка, все, больше хлеба нету. Это 5-я буханка. Занес с амбара. Хлеб хранится долго, можно и год держать, ничего с ним не случится. Самое главное, чтобы он просто не в пакете его, в пакете не надо держать. И там проветривается, все равно щели есть. Вот. Там у меня на печи еще картошка жарится. Жарю картошку. Это получается на завтра. Ну, завтра все равно как бы с утра, может, покушаю картошку. Или вечером сегодня еще, вечер длинный. Или же после охоты приду, картошку там уже готовая, подогрел и съел. Завтра такая же погода, сейчас позвонил, еле дозвонился домой. Короче, завтра то же самое, что и сегодня. Но второй день, наверное, лежать я просто не смогу. Здесь возле избы тоже что-то не хочется. Схожу куда-нибудь, хоть километров 15 пройду. Наткнемся на глухаря,
удастся добудем, а нет, так нет, все равно прогуляюсь. Так что сегодня уже так получилось, что я возле избы. Ну и зато отдохнул. Вчера какая-то усталость непонятная была. Вкусно. Сейчас я картошку немножко размешаю. Картошка интересная получится. Я вчера чистил рыбу. Хотел икру я отделил у плотвы. И сегодня хотел пожарить наловлю, думаю, рыбу и пожарю в сковороду рыбы. Что там жужжит, интересно? Чайник, что ли, тут? Закипел. Что? Чайник закипел, оказывается. Чайник закипел. А рыбы-то сегодня я и не поймал. Только 2 плотвы еще. Короче, ничего не получилось. Свежую рыбу хотел пожарить. Погода нелетная, не ловится. Вот. И знаете, думаю, не выкидывать же эту икру. И я, картошку решил пожарить с этой икрой. Икра будет вместо приправы. Не знаю, что получится. Туда еще лук положил. Такое блюдо. Я, наверное, уже с усами, с бородой. Немножко щетина есть. А сегодня вот такой ужин. Рассказывать нечего. День прошел и прошел. Через 2 дня вообще жестко похолодает. Озеро, на озере лед станет. Надо лодку перевернуть. Все. Охоту скоро закроем. Ну, эту охоту. Этот поход. Лодку перевернем. В будущем году уже будем на нем кататься. Вторую лодку разобрал. Вот так. Ладно, ребят. Никакие мысли в голову не идут. Лапшу вешать не стану. Завтра придет день, посмотрим. Надеюсь, будет хороший день. Хотя бы полпути, чтобы не шел такой слякоть. Этот дождь со снегом, это самое противное. Это прям насквозь он проходит. Блин. Ну, схожу. Куда-нибудь да схожу. Побродим. Плащ оденем. Шапка шапка меня подводит. Шапка быстро отсыревает. Можно пакеткой. Как всегда, аккумулятор разрядился. Я раньше тоже выходил из положения, просто на шапку одевал разовые пакеты. Такие пакеты. Конечно, со стороны не очень так. Ну, какая разница. Самое главное, чтобы голова была сухая. Вот. А в будущем году, да все, каждый год я это хочу там придумать, там что-то на шапку, что под шлемник какой-нибудь и плащевку одеть. Или, скажем, обычный капюшон из какой-то куртки негодной там взял, одел, и разницы-то никакой нет. Вот. Ладно. Все, давайте. До завтра. Завтра будет день опять, посмотрим. Между прочим, похолодало уже, наверное, сейчас нулевая уже. Да нет, +1. Ну, прохладно на улице.
Пока так спокойно капает. До завтра.